вами Салтанат Кудайбердиева, и я рада снова вас приветствовать на канале «Вкусный Дамду Тести Кыргызстан». Вот уже 3 года как медиапроект, посвященный продвижению гастрономического, культурного, а с недавних пор еще и экотуризма Кыргызстана, начал свою работу. В рамках первого сезона нам удалось побывать во всех областях нашей страны. Мы постарались открыть и сохранить аутентичные рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Тогда их на самом деле было много, но из-за временных ограничений многие из них не были включены в программу. Зато сейчас наши бабушки смогут поведать нам о старинных методах приготовления пищи, маленьких хитростях и тонкостях культуры кочевников. Поэтому я предлагаю вам вместе с нами погрузиться в богатое культурное наследие Кыргызстана. А как это будет происходить? Наши бабушки, проживающие в разных регионах, записывают и отправляют нам свои видеорецепты. При этом они не показывают, а всего лишь о них рассказывают. Задача наших гостей – воспроизвести услышанное и попробовать приготовить по нему настоящее блюдо. Если вам понравился такой формат, обязательно дайте знать, поддержите канал подпиской и лайками. А я иду к своей первой гости. Гостеприимство у нашего народа в крови. Кыргызы всегда были рады гостям и относились к ним с большим уважением. Раньше было принято в любое время суток быть готовыми к приему гостей, и в доме всегда должно было быть угощение для них. Нельзя было без него их отпускать. Сейчас, если даже гости очень спешат, хозяин дома обязательно предложит им хлеб, который они должны будут преломить. Это неписанное народное правило соблюдается повсеместно. И ходить с пустыми руками у нас также не принято. Родственники и друзья обычно носят одежду, посуду или предметы домашнего обихода. А я сегодня решила взять сладости в небольших количествах и только от кыргызстанских производителей. Так, что у нас здесь? Белый мед родом из села Атбашим, кстати, этого сезона. Печенье из толкана, муки крупного помола из жареной пшеницы из села Жетөгүз. Печенье с курутом, высококалорийным кисломолочным продуктом из Нарына. Прямо целая линейка новых вкусов. В общем, будем пробовать. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Назгуль Кубакаева, она руководитель Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана. Если вы заметили, в последнее время очень много разговоров о тех, кто создает услуги и продукты, которые с одной стороны имеют культурную ценность, а с другой же коммерческий потенциал. По мнению экспертов, именно творческие люди в будущем смогут вывести почти все сферы деятельности, в том числе и туризм, на новый уровень. Впрочем, обо всем по порядку нам расскажет наша гостья. Наша, наверное, задача тоже современного поколения как раз-таки сохранить эту историческую память и передать будущему поколению. Скажу вам сразу, я настолько увлеклась разговором, что просто не проверила микрофон, и он в течение всего выпуска ничего не записал. Ну, с кем не бывает. Первый раз такое случается, поэтому передать атмосферу живой беседы на кухне нам не удастся. Дело в том, что мы воспроизвели достаточно сложный видеорецепт приготовления традиционного блюда от Канамыбюапа, который проживает в Наукате. Процесс оказался трудоемким и затратным по времени, но зато он реально погрузил нас в культуру и традиции местного населения. Вот только послушайте. Biz ilgari жүгөрүнү күрүч актагандай актап, жанчып, аны аш тамакка өтө таамдуу болуп жасаганбыз. Көчө деген тамак болгон, таамдуу. Ошол көчө бышкан убакта иче турган маалда кичине айранды кошуп, аралаштырып, ичкенде атаманга өтө жагымдуу, өтө таза оокат болгон. Анын ашканыны жөн муздак жерге коюп койсо 2 күндө дагы ачыбаган оокат болгон, таамдуу. Аны дагы кайнатып, ашканыны дагы ошол айранды катыктап, ичкенде азыркы кошулма зат жок, өтө таамдуу, адамга жагымдуу тамак болгон. Жүгөрүнү кичине аз-маз желин чыгарып, көп эмес, аз-маз таптап жайыш керек. Мисалы үчүн өзүңөрдө 1 килограмм жүгөрү же 1,5 килограмм жүгөрү азым чукап, ошону ушундай кылып, аны жанчыш керек сокого. Талкала баягы пырыны желпиш керек. Кичине суулап жанчканда сырткы кабык чыгат, аппак сырткы кабык. Сырткы кабык жагы ичинде магыз калат. Магыз өтө таамдуу.
Оқат. Дай жалпақ тәрілкаларға салып, желпеген. Желпегенде қауықшалар ұшып шығып кетеді. Баяғы қауықшаларды шығарып, өлі дағылы саласын, екінші жолы соққыға. Салғанда қайра дағы жаншылып, аябай тазаланып, қауықшалар шығып, өте таамды мағызы қылады, жүгерінің. Ал қауықшалар дағы баяғы желпіп, мұнандай немі қылғанда өзіншілі қыпық ұшып шығып, тап-таза болып қалады. Аны қазанға салып, қадымкелі суыны қойып, өте қылдаттықта азот менен қайнатқан. Ол өте 1-2 саат қайнатқанда өте таамды, лешімді болып пішқан. Пішқандан бұшығы айран қошып, тұз салып, өте таамды, адамға жағымды, ешбір қошылмасы жоқ, химикасы жоқ, таза тамақ болған. Адамға жағымды болған, өте. Ештікі қошпай елі қайната өресін, 2 саат аябай қошылғанда өзінше чозылып, аябай соным болып баяғы жүгеріп пішат, баяғы жаншылған. Пішқанда тұз салып, өзіңі айран қошып, естен өте таамды тамақ болған. Өте таамды, жағымды. Ну, это очень интересно. Я куджо до этого сама ни разу не пробовала и даже не видела, как это выглядит. Ну, вот теперь интересно попробовать. Спасибо за эту возможность. Давайте попробуем приготовить. Куджо. Данное слово кыргызско-русский словарь под редакцией Юдахина переводит как «взвар пшена» или «пшеницы». Мы взяли всего 2 чашки кукурузы, тщательно ее помыли и хотели уже согласно видеорецепту снять с зерен шелуху. Но что-то пошло не так. Мы использовали, наверное, кукурузу прошлого года, прошлого урожая. Она была очень твердая, как камень, да? И мы ее вначале в теплой воде держали, а потом, когда заметили, что процесс идет медленнее, а мы ограничены во времени, мы решили опустить ее уже в кипяток, кипятком залили. Мы не кипятили ее, просто кипятком залили и подождали еще полчаса, да? И тогда мы заметили, что она стала разбухать и стала мягче. Для избавления шелухи мы использовали сразу 2 ступки, деревянную и каменную. Но вот мне было сложнее всего, потому что от каменного инструмента толку было мало. В деревянной шелуха лучше отходит. Возможно, это потому, что дерево – это живой материал. И когда дерево об дерево стукается, там идет прогрев. Температура, да, повышается. А камень об камень, он не дает такой прогрев, он холодный, да, остается. И как раз таки каменная ступка, она была приобретена с той целью, чтобы зелень не меняла цвет. А зелень меняет цвет, когда температура повышается, да. Поэтому, наверное, вам было сложнее в каменной ступке, да? А в деревянной ступке это гораздо легче, поэтому мы зрителям рекомендуем использовать деревянную ступку. Спустя несколько минут наши попытки увенчались успехом, и мы наконец-то сняли шелуху. Правда, пришлось немного отойти от бабушкиного способа. Но результат, скажу, получился превосходным. Наливаем пол-кастрюли воды, ставим ее на огонь и кладем в нее нашу кукурузу. Варится она как минимум час. Пока готовится наше блюдо, предлагаю послушать главную новость. А вы знали, что Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая вот-вот запустит парк креативных индустрий. То есть у ремесленников, актеров, режиссеров, журналистов, блогеров, певцов, художников, музыкантов, дизайнеров, архитекторов, гидов и экскурсоводов появится, условно говоря, своя площадка. Находясь там, они будут меньше платить налоги, а возможно и вообще их не будут платить, и получат достаточно много других возможностей, чтобы объединяться и делать совместные проекты. На этот год у ассоциации есть 3 основные цели, и одна из целей – это принятие закона о парке креативных индустрий.
Почему это важно? Потому что парк креативных индустрий, он станет основой для создания экосистемы, развития стартапов и малых компаний. В креативной экономике развиваются очень сильно и быстро малые компании, там нету больших корпораций, но вот эти маленькие компании креативных индустрий, они могут как раз-таки привнести большой вклад в развитие экономики. В центральноазиатском регионе такого режима точно нету. Более того, когда мы общались с экспертами из Великобритании, они тоже не смогли вспомнить такой практики во всем мире, потому что в других странах мира они развивают одну из креативных индустрий путем государственного субсидирования, либо дают им налоговые послабления, но нету такой практики, когда все креативные индустрии под зонтичным принципом объединены одним налоговым специальным режимом, как парк креативных индустрий. Получается, Кыргызстан вообще во всем мире первопроходец? Ну, сейчас получается так, и мы, конечно, это еще раз подтвердим, чтобы не голословными быть, да. Вот в этом плане, конечно, Кыргызстан, он является пока уникальным явлением по развитию креативной экономики. Вот текущий 2022 год для Кыргызстана, он такой знаменательный, потому что у нас вот на Всемирный день креативности и инноваций наш президент подписал указ о мерах развития креативной экономики и прогрессивного развития, да, государства. И вот тут слово «прогрессивное развитие» — это ключевое тоже. Прогрессивно это означает, что с учетом современных технологий, тенденций, которые во всем мире происходят, во всем мире мы сейчас замечаем, что идет развитие мягких навыков, что сейчас ценны те кадры, которые владеют своим талантом, увлеченно работают, которые могут создавать собственноручно какой-то продукт, используя свой ум и навыки. Вот. И в креативе еще очень важно в Джаратман экономике отметить, что это не имеет границ. Любая страна, независимо от того, что она богата природными ресурсами или нет, она может произвести нечто уникальное в виде технологичного, инновационного, творческого решения и преподнести этот продукт всему миру, используя интернет. То есть это означает, что мы сможем экспортировать креативные решения всему миру, и чтобы это все имело такой обратный эффект, что у мира возникнет интерес, а что же это такое Кыргызстан, да? Где он находится, какая это страна. Потому что сейчас, к сожалению или к счастью, я не знаю, но в большей степени, наверное, к сожалению, что не все люди иностранцы пока понимают, когда говоришь, что ты из Кыргызстана. Но, тем не менее, очень много туристов приезжает, блогеров. Мне кажется, вот именно те блогеры, которые приезжают для того, чтобы сделать контент для своих каналов, они дают возможность Кыргызстану по-новому раскрыться, да? Вы замечаете, когда вы заходите на YouTube, очень много англоязычного контента о Кыргызстане, я чему очень рада. Да, это тоже имеет место быть, и вот это и есть креативная экономика, потому что как раз-таки эти иностранные наши гости, они ищут уникальный контент, и здесь это у нас есть уникальность, да, и вот эту уникальность мы должны уметь продавать. Мы должны научиться делать сторителлинг, да, рассказывать свою историю, чтобы это было основано, конечно же, на фактах, на правдивых, да, каких-то историях. Но нам вот главное нужно самоосознать это тоже, что это ценно и что это интересно. Могут ли традиционные знания наших бабушек, да, тоже быть включены вот в эту креативную индустрию, да, чтобы приносить выгоду для всей нашей страны? Можно ли считать производство куджо как креативная индустрия? Ну, почему бы нет? Это все зависит от того, что насколько наше местное население, да, потребляет этот продукт и насколько мы сможем это популяризировать. Например, южнокорейские драмы, пока мы их смотрим, все герои, они едят рамен. Это корейское, да, блюдо традиционное. И сейчас все кыргызы, дети, подростки, молодые, да, особенно они любят рамен. Это как раз-таки тоже, видите, одна креативная индустрия, киноиндустрия, она позволяет развиваться другой
индустрии, как кулинарии, как производство рамена. За ними стоят большие корпорации на самом деле, да, южнокорейские, они экспортируют это блюдо по всему миру, и они не экспортируют же свежий рамен. И я к тому, что, возможно, если мы коджу тоже будем сами потреблять, как народ, как страна, ну и сможем это популяризировать через свои фильмы, сериалы, хороший маркетинг организовать и продумать, насколько это ценно, да, и как продумать, допустим, экспорт этой продукции, чтобы это было легко и просто, чтобы это не тяжелое, да, что-то было, а, допустим, уже такой полуфабрикат, такой полуготовый продукт, они забирают с собой и дают это как в виде сувенира, да, как подарок. Может быть, этот момент тоже можно учесть. И с учетом этого как раз-таки мы можем рассматривать, что это имеет потенциал развития как креативной индустрии. А тем временем наша кукуруза уже сварилась, она стала очень мягкой и вкусно пахнет. Мало того, что мы 2 часа варили кукурузу, мы же еще дождались, пока она остынет, в таком в теплом состоянии было. И залили это все холодным кефиром, посолили морской солью, и это придало блюду такой вкус освежающий. Потому что кефир — это кислый продукт, да, холодный был, а соль, кислинку тоже, да, сбивала, вкус придавала этому блюду. И сама кукуруза, она такая мягкая, питательная часть этого блюда, да. Это мой первый опыт, я это как новый вкус, да, воспринимаю. Он такой, знаете, мне кажется, для лета идеальное блюдо, потому что он такой прохладительный. Это отличный вариант, чтобы включить в рацион своего питания в летнее время года. Мне кажется, это лучше всего будет сделать. Я бы его потребляла на послеобеденный перекус. Ну, а я бы, наверное, использовала бы в качестве завтрака. Такое достаточно сытное блюдо. Я думаю, если вы добавите салтанат сметану, на завтрак это будет идеальный такой завтрак, потому что сметана имеет в составе жир, да? А жир, он распадается дольше и дает больше энергии человеку, а завтрак — это утренний старт, и как раз-таки ваш день, как вы стартуете его, так он и продолжится. Поэтому, наверное, если вы на завтрак хотите, то попробуйте еще со сметаной. Наши бабушки кукурузы для куджу, они не ограничивались. Из этой же кукурузы делали талхан, благодаря которому проводился местный обычай. Давайте послушаем, о каком обычае идет речь, и дальше продолжим наш разговор. Аппак жүгөрүнү алып, кууруйбуз. Кууруп даярдап тегирменге беребиз. Тегирмен тартып берет. Бар тегирмен. Ошо тартып берет, өзүбүз жанчпайбыз, аны тегирмен тартат. Баягы кадимкидей манандай ийрик ушундай кылганда анан алып келип биз шакар аралаштырабыз. Баягыга килограмм шакарды баягы 5-6 килограмм талканга кошуп аралаштырып, шириндик кылып, анан атайы 1 килограмм, 2 килограмм сары майды апарып, баягы сыйлуу конокторду чакырганда ар бирине ошону бир адамга ушунчадан коюш керек. Бизге 5 келди деп ошол тамакты тартылат. Азыр бизде бар, азыр ошол заманда колдонуп атабыз бешикти берип. Талкан чекесинде сары май, буга шакар кошулган баягы жүгөрүгө. Ар бирине коюлат. Коюлбаса айым көрөбүз. Ушу өтө таттуу тамагыбыз болгон. Бешик бергенде беребиз муну. Атайын ушул талкансыз бешик бербейбиз биз. Талканы менен кошо бешик беребиз. Көп жерлерде унутулуп атат, бизде бар, унутулган жок.
Да, это новое тоже знание для меня. Я с подобным продуктом знакома со своего детства тоже. Я помню, наша Тайне, она нам всегда брала сметану свежую, туда добавляла сахар, и она не кукурузный толкан использовала, а пшеничный толкан. Прожаривала его до этого, потом это все вместе смешивала и давала нам в виде конфет, да, таких. Это был как перекус, и мы с большой радостью это все потребляли. Но для нас это было, для меня сейчас это ассоциация с моим детством, с моим счастливым, сытным детством, да, можно сказать. Кукуруза — это злак, тоже сытное блюдо. Ну и потом топленое масло, это означает, что в доме есть корова, которая дает молоко, из которого там брали сметану потом топили, и в итоге получилось топленое, да, масло. Но это тоже, наверное, показатель какого-то благосостояния той семьи, и они вот как раз хотели всем благим и все, что у них есть ценное, поприветствовать нового члена семьи, да, и отметить, поделиться этой радостью с другими людьми, чтобы люди пришли, и на сытый желудок празднуется легче, да, если голодный человек, какой праздник может быть? Наверное, вот с этой точки зрения, вот Апа очень хорошо, да, она так эмоционально все это вспоминает и рассказывает. Но я думаю, ценность этого блюда вот в этом была. А сейчас, возможно, мы это не настолько оцениваем, и нам легче, наверное, пойти там торт купить, да, и таким образом это отметить. Ilgari biz nandı hiç ötө ulu görüp neme ısrap kılgan emesmiz. Azırkı jaştar ırgıtıp bardı neme men oşo jönündө aytkım kelip atat. Oşo ırgıtpay, kөгөтпөй ошол убагында эле катырып, таза катырып, жайып, кургатып койсо ыргытпай, ысырап кылбай. Аны майдалап сокуга жансаң өтө таамдуу талкан болот мына. Буга бир шакар кошуп таамдуу. 10-15 күн дейсинби, 20 күн десең дагы таамы бузулбайт, көгөрбөйт, бышырбайт, салып коюп качанда болсо жесең болот. Бул ушундай узакка чыдаган таамдуу тамак десең болот. Сары май кошуп, неме кылып мычкып койсоң, өтө таамдуу мычкыма нан болгон. Бул өтө мына таптаза, эч бир немеси жок. Өтө баалуу тамак бул. Ушуну айткым келет, ысырап кылбай, нанды өтө этияттык менен тамак кылса. Илгери биз алыс сапарга мергенчилер, алыс сапарга жүргөндөр ушуну таамды жасап, жанына алып жүргөн. 10 күн тура, 15 күн жүрө, 20 күн таамы бузулган эмес. Тамак азык болуп жүргөн. Ушул. То, что Ханымебю Аба тоже рассказывает, что они берегли даже крошки, да, и можно это очень хорошо использовать. Я, наверное, думаю, это обусловлено тем, что это все-таки наша кочевая культура и история диктует свое. Но еще это можно связать, если в современных тенденциях мы всегда говорим об изменении климата, да, там. И вот зеленая экономика, она как раз-таки включает бережливое отношение к природе, к ресурсам, не становиться стопроцентными консюмеристами, а наоборот что-то управлять своими аппетитами, да, как правильно сказать, что нужно потреблять, а что не нужно, излишки не нужно брать. Да. Вот тот же самый хлеб-кейс, да, у меня очень редко бывает, чтобы отход был в виде хлеба, но я рада, что сейчас есть такие инициативы, как Нан Үчүн Гана. Вот они сейчас стали как раз-таки ставить отдельные урны для черствого хлеба, для того, чтобы люди могли утилизировать именно хлеб туда, а не смешивать это с бытовым, да, отходом. Вот. И поэтому нам нужно действительно развивать как цифровую экономику, так и зеленую и креативную экономику. А я, знаете, вот вы сейчас начали говорить, и у меня сразу мысль появилась. Развивая креативную экономику именно в части продвижения, как вот сегодня мы с вами, да, попробовали воспроизвести видеорецепты, используя традиционные знания наших бабушек,
Вот развивая вот эту часть креативной экономики, мы автоматически развиваем и зеленую экономику. А знаете почему? Потому что во всех этих рецептах остатки не остаются. Нам нужно развивать личность каждого гражданина. Нам нужно его как раз-таки обогащать и духовно, и знаниями, и технологиями. Ну и тогда вот как раз-таки будет устойчивое развитие страны. Если мы сможем сберечь свою красивую природу и потом из этого иметь какие-то экономические выгоды, это, конечно, приведет к тому, что мы сможем дальше устойчиво передать нашу страну в надежные руки будущего поколения, да? А если мы сейчас будем все время там только потреблять ресурсы, все деревья выкорчевывать и истреблять, то это приведет, конечно, к плачевным, да, результатам. Спасибо вам большое, Назгуль, за сегодняшний эфир, за ваше участие в нашей программе. Благодарю за ваше время, за ваши эмоции, такие искренние, приятные. Спасибо вам большое и дальнейших вам успехов. Да, спасибо вам большое, Салтанат, за приглашение в вашу интересную передачу, за тот опыт, который вы мне предоставили. Я благодарна. И, пользуясь моментом, я призываю всех людей к объединению. Мы в стране нашей и во всем мире, в целом регионе мы должны идти на объединение, потому что именно вместе мы сможем изменить все к лучшему. Да. А если вам понравился такой формат, обязательно дайте знать. Поддержите канал подпиской, лайками, оставляйте свои комментарии. Спасибо, что были с нами. А с вами была Салтанат Кудайбердиева и Назгуль Кубакаева. Всем пока!